Воскресенье, 21:30 на канале БСТ. Время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Здравствуйте, я Альбина Хайруллина. Итак, чем запомнится уходящие 7 дней января. Снежные накаты и гололедица. Двое погибших в Белорецком районе. Пострадавших в аварии в Уфе вырезали из автомобиля. На единственно выжившего в искореженной легковушке в Туймазинском районе завели уголовное дело. Топят за большие деньги. Все больше и больше приходит квитанции. Но такое же не может быть. Когда накал страстей выше температуры батарей. Откуда такие цифры в коммунальных платежках? Кто виноват и что делать? Ждать ли перерасчета? Перерасчетов быть не может. Разобраться в коммунальной арифметике Ради Хабиров поручил в кратчайшие сроки. Где жителям выдвинули необоснованные платежи, разобраться и эти деньги вернуть. Постоим на своем. Уже полчаса стою. Вот выехал только, 200 метров проехал. Пробки, ужас. Не знаю, что будет дальше. Город ищет объездные пути. Путепровод на Закива-Лиди закрыт. На проспекте Салавата Юлаева появились светофоры. Как проехать этот отрезок в рабочий день до его окончания? Новая схема движения, альтернативные маршруты, искал Артур Шамсуддинов. У меня есть квартира, но мне приходится ее сдавать для того, чтобы покрывать ипотеку и ждать ее окончания. Сдаваться так по закону. Минстрой ужесточает контроль за арендой квартир. Новый законопроект нацелен вывести из тени до 90% жилья на сдачу. Но не заплатят ли налоги из карманов квартиросъемщиков? Метет и метет. То через день, то и каждый день. Он же Юра, он же топ-модель, дворник с глянцевой обложки. Сейчас еще. Необычная фотосессия помогла собрать сотруднику ЖЭУ всего за сутки 800 тысяч рублей на покрытие долгов. О человеке года и о том, что осталось за кадром, в репортаже Эмили Басареева. В республику придут крещенские морозы. По прогнозам синоптиков, сегодня ночью столбики термометров местами опустятся до отметки минус 32 градуса. Днем воздух немного прогреется до минус 21. На автодорогах снежные накаты, видимость задымки составит не более километра. Гололедица. Вероятно, она и стала причиной аварии в Белорецком районе, где сегодня погибли 2 человека. Столкнулись Део Некси под управлением 28-летнего местного жителя и грузовой Урал. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 27-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. В Уфе в ДТП на Индустриальном шоссе пострадали 3 человека, в том числе полуторагодовалый ребенок. Все они госпитализированы. Столкнулись 2 иномарки, и вызволять зажатых в салоне автомобиля людей пришлось уже спасателям. При помощи гидравлического инструмента сотрудники управления гражданской защиты деблокировали водителя легковушки и передали сотрудникам неотложки. Известно, что водитель встречного авто был нетрезв. Между тем, по факту крупного ДТП в Туймазинском районе, которое произошло накануне, завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц». Там погибли 4 человека, в том числе 2 детей. На неделе жители и гости столицы в полной мере ощутили масштаб работ по реконструкции развязки на южном въезде. Даже глава республики признался, что опоздал на оперативное совещание, застряв в пробке. И, похоже, ситуация с заторами может стать реальностью на ближайшие полгода, если не больше. В субботу рабочие приступили ко 2-му этапу ограничения, закрыв полностью путепровод на Закива-Лиди. Наш корреспондент оценил дорожную обстановку и попытался понять, можно ли обойти пробки. Материал Артура Шамсуддинова. Плотный поток машин, раздраженные сигналы автомобилистов. Впрочем, разрулить эту ситуацию не помогают ни клаксоны, ни даже регулировщик, который просто не в силах развести все потоки. Пройденное расстояние водители измеряют не в километрах, а минутах, потраченных на простаивание в пробках. С Закива-Лиди 58 уже полчаса стою. Вот выехал только, 200 метров проехал. Пробки, ужас. Не знаю, что будет дальше. Причиной коллапса стало ограничение движения на путепроводе в сторону монумента Дружбы. Чтобы пересечь этот небольшой участок эстакады, которую перекрыли рабочие, водителям приходилось делать крюк по Бельскому мосту, деля дорогу с теми, кто выезжал из центра на периферию. Оттуда едут с Пугачева, с Перовской, с Менделеева, все в один узел заезжают. Узковато получилось, да. Утром пришлось пораньше встать.
Куда больше вопросов у автомобилистов вызвал второй этап ремонта. В целях трехдневного эксперимента чиновники перекрыли путепровод полностью в обе стороны. Теперь те, кто едет от монумента Дружбы в сторону центра, перед эстакадой должны спуститься вниз и пересечь проспект Салавата Юлаева. Для этого рабочие организовали сквозной проезд, убрав часть отбойников. Установили светофоры. Время сигналов, однако, распределено неравномерно. Для одного потока машин зеленый горит 30 секунд, для другого 2,5 минуты. Видеонаблюдение. Это камеры Уфанета, камеры безопасного города. Также у нас есть единый диспетчерский мониторинговый центр, назовем его так, да, с утра, то есть на въезд, вечером на выезд. Мы мониторим ситуацию, смотрим, докуда растягивает хвост, прибавляем направления наиболее загруженные, да. Диспетчеры из центра управления уже не раз перенастраивали светофоры, и все же специалисты рекомендуют по возможности выбирать альтернативные пути движения. Например, заезд в столицу через Затон или по Нагаевскому шоссе. Правда, расстояние получается в 2 раза больше, как минимум на 15 километров. Мы решили провести журналистский эксперимент и узнать, сколько по времени займет движение по альтернативным маршрутам. Поскольку я сам не автомобилист, за рулем будет мой коллега Азат Садриев, опытный водитель со стажем, который как раз-таки живет в одном из отдаленных районов Уфы, в Деме. Привет, Азат. В качестве отправной точки мы выбрали Демскую развязку, конечное здание Конгресс-холла. Объездной путь через закрытую эстакаду и улицу Закива-Лиди занял 12 минут. Но это с учетом выходного дня и малой загруженности на дорогах. Гораздо быстрее движение пошло через Уфимскую набережную. Улица четырехполосная, машин почти нет. Однако и тут есть свои нюансы. Вот эту вот дорогу, о чем я и говорил, да, вот этот подъем на Конгресс-холл от набережной, сегодня нужно чистить всю ночь. Особенно под утро еще раз пройтись, если необходимо посыпать реагентами, так и быть, там уж грязь эту потерпеть можно, потому что если здесь будет гололед, и хотя бы одна машина, может быть, неопытный водитель там, да, забуксует, то в горку он уже не тронется и соберет за собой хвост. И просто вся набережная тоже станет. В администрации говорят, что развязка уже давно исчерпала свою пропускную способность. Подошел срок планового ремонта. Разгрузить ситуацию должен и строящийся между двух существующих новый мост. Но его нужно увязать с путепроводом, иначе проблему пробок не решить. Именно поэтому необходимо расширить проезжую часть с 4 полос до 6. Мы полностью демонтируем старый путепровод. Остаются только борнобивные сваи. У нас габарит моста увеличивается. Получается, будет добавляться по одной полосе в каждую сторону, и он удлиняется на 9 метров. Если будет принято решение о полном перекрытии путепровода, то, естественно, и сроки строительства уменьшаются. Шутка ли, в мэрии даже передвинули график работы. На час раньше для снижения плотности дорожного движения на въезде в город. Теперь сотрудники администрации будут работать с 8 утра до 17 часов. Такой же график и у всех МУПов. Основное испытание ждет жителей в понедельник, когда новая схема движения испытает пиковую загрузку. И вот тогда властям придется принять решение. Оставлять ли путепровод перекрытым на весь срок ремонта до ноября, либо самим искать альтернативные варианты реконструкции. Артур Посадинов, Роберт Давлетбердин, Азамат Мухаммедшин и Родион Матвеев. Итоги недели. Уфа. Еще одна не менее проблемная тема – это отопление. Разобраться и вернуть деньги, которые переплатили, поручил глава Башкортостана Ради Хабиров. Неприятным подарком на новогодние каникулы для жителей республики стали платежки за тепло. У многих сумма в квитанциях за декабрь выросла от 30 до 70%. Теперь причины этого должны выяснить в МинЖКХ. Руководитель региона дал задание установить реальную картину в кратчайшие сроки. Азат Садриев расскажет о том, что удалось выяснить за неделю. Министр ЖКХ приезжает в Орфей. Вот у людей есть вопросы по теплоэнергии. Тема отопления настолько горячая, что обсудить ее хотели многие и готовы были даже задавать вопросы с места на улице. Попасть внутрь удалось немногим. Очень много людей вот сейчас будут прорываться. Люди остались недовольны новогодним сюрпризом в виде коммунальных платежек. Суммы завышены, считают жители республики. Все больше и больше приходит квитанции. Ну такое же не может быть. Почему же они у нас-то все, с нас все больше и больше берут? К этим вопросам добавляются еще два извечных. Кто виноват и что делать? Поиски ответов пока безуспешны. Собрание организовали прямо в бойлерной, куда тепло поступает из распределительных сетей и попадает в квартиры. За декабрь счета выросли от 30 до 70%. Я в том месяце заплатила это 2380-19, а в этом месяце мне за декабрь пришла уже... У нас ничего не поменялось.
Никаких ремонтов у нас дома не было, ничего. А вам как-то объясняли вам еще эти повышения, за счет чего? Ничего нам не объяснили, нам никто ничего не объяснил. Ну такое же не может быть. Вот было ноябрь 2 918 26. Сейчас за декабрь начислили 4,14. Это двухкомнатные квартиры в хрущевке, 46 квадратов. Разобраться в ситуации с ростом коммунальных платежей за отопление поручил глава Башкортостана на оперативном совещании в правительстве. Ради Хабиров отметил, что погрешности могут возникнуть из-за неточной работы некоторых счетчиков. Еще одна причина высоких цен – зачастую дома перетапливали, да так, что людям приходилось спать с открытыми форточками, грели улицу. Возможно, неточности и при указании жилой площади. В тех случаях, где жителям выдвинули необоснованные платежи, разобраться и эти деньги вернуть. У нас такой опыт есть, когда мы работаем и все наваливаемся, деньги возвращают. Первая история, чтобы если кому-то начислили несправедливо, необоснованно, деньги должны быть вернуты. Или эти деньги, если не платили, соответственно, меняют пусть платежка. На круглом столе представители Министерства ЖКХ, госкомитетов и ресурсоснабжающих компаний попытались объясниться и разобраться, почему суммы в платежках отличаются от прошлого сезона. Одна из причин – это переход на другую систему оплаты. С осени 2019-го все жители республики платят за отопление 8 месяцев в году, а не 12, как раньше. Мы забыли, что мы не платили летом. Мы забыли то, что мы в сентябре у нас была платежка 600 рублей, 400 рублей, 200 рублей. У некоторых в сентябре она не пришла, эта платежка. Я вот специально поднимал, просил, чтобы мне собрали. Повышение суммы в платежках БашРТС также объясняет и температурным режимом. Первая зима у меня в этом городе, Уфе. Хороший город. Но когда я получил вот такую платежку и позвонил своим коллегам в Иркутск, где стоят 30-35 градусные морозы, я заплатил 3400 за 33 квадратных метра, они заплатили 2000. Это где справедливость? Вы что, у вас тут морозов-то нету? В мессенджерах также активно идет рассылка тарифов на отопление в регионах России, судя по которой стоимость тепла в Уфе больше, чем даже в Сургуте. Но председатель Госкомитета по тарифам Светлана Бурдюк назвала информацию некорректной. Сотрудники ведомства перепроверили данные. Хочу сказать, что в Сургуте несколько теплоснабжающих организаций, 6, и тарифы дифференцируются от 1600 до 2646 рублей. В отношении Уфы я хочу сказать, у нас в Уфимском городском округе 9 теплоснабжающих организаций. И тарифы наши дифференцируются от 1200 до 2900. Что касается зимних платежек, то перерасчета не будет, заявили в БашРТС. В прошлом году эту процедуру проводили лишь из-за перехода на новую систему оплаты. Если корректно и правильно работал прибор учета и корректно были переданы показания в срок, перерасчетов быть не может при этих условиях. Но на сегодняшний день ряд домов находится на проверке в государственном жилищном надзоре. В случае, если будут выявлены какие-то нарушения, либо недостатки в расчетах, мы придем к обсуждению и будет принято решение. Из-за большого количества обращений, а их поступило более 3500, проверка может занять больше месяца. Также БашРТС предлагает тем, кто не может оплатить всю сумму за тепло единовременно, обратиться в компанию с заявлением о рассрочке. Азат Садриев, Анастасия Ильчубаева, Булат Садриев. Итоги недели. Уфа. Собственников недвижимости ждет целый ряд изменений, связанных с уплатой налогов. Они вступили в силу в этом году. Итак, первое. Получить налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку отныне будет проще. Заявителю надо будет только заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика. И оно будет сформировано автоматически. В результате сроки проверки данных заявителей и выплаты денежных средств сократятся. Второе нововведение – доходы россиян от продажи жилой недвижимости не будут облагаться по повышенной ставке НДФЛ. Ранее предполагалось, что придется отдать государству 15%, если сумма в сделке превышает 5 миллионов рублей. Но было принято решение, что это разовый доход и налог будет исчисляться по старой схеме – 13%. Еще одно нововведение касается уплаты налогов дольщиками. С 2021 года они могут продать квартиру раньше без уплаты налога. А именно, если до этого отсчет срока владения квартиры начинался с момента регистрации права собственности на нее, то по новым правилам для участников долевого строительства срок владения будет отсчитываться с момента полной оплаты договора долевого участия.
Рынок аренды жилья берут под контроль. Минстрой собирается легализовать отрасль и принять меры для того, чтобы арендодатели тоже платили налоги. Но вот только как ведомство собирается это воплотить в жизнь? Чего опасаются эксперты и на ком в итоге скажется эта инициатива? Разбиралась Анастасия Чебаева. По несколько заходов делают. Ключ не подходит у них. Они все равно пытаются зайти. Дергают дверь. Совсем незамечательные соседи в их доме селятся каждый день. И какое уж тут веселье, говорит Лилия Гизатуллина. Квартира женщины прямо напротив той, которую сдают посуточно. Мало того, что этаж превратился в проходной двор, так арендаторы регулярно путают двери, то и дело пытаясь попасть в их жилище. Шприцы в подъезде есть, валяются шприцы, окурки, мусор, пьют в подъезде. Народ ходит, кто попало. Сдаются в аренду 2 квартиры, собственником которых, по словам жильцов, является один человек. Их владелец, очевидно, сделал небольшую перепланировку, оборудовав каждую из комнат под отдельное жилье для съема. Жена у него прописана. Вот он за жену и платит. А тут люди приходят, сколько там, по 5-6 человек отсюда выходит, молодежь. Все они ссорят, мусорят. Это же все не учет, правильно? Год назад в России запретили организовывать хостелы в многоквартирных домах, а также предоставлять там гостиничные услуги. Но посуточная сдача квартиры, говорят юристы, не совсем вне закона. Ну, допустим, если как соседи пишут, он сдает, налоги не платит. Вот здесь, конечно, к хозяину уже вопрос у государства, естественно, возникнут. Как так? Налоги, прибыль получаешь, а налоги не платишь от бизнеса. Конечно. И опять-таки он здесь на штрафы попадет, если это выявит. Ну, вплоть до того, что закроют ему его калитку эту, так скажем, да? То есть его бизнес это такой мини. Минстрой собирается ужесточить контроль за арендой. Ведомство готовит законопроект, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. Таким образом, специалисты считают, что получится вывести из тени до 90% арендодателей. Как сообщил «Коммерсанту» заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, проект планируется внести в Госдуму до конца года. В числе инициатив – запуск информационной системы учета договоров найма жилья. Цифровая платформа арендного жилья будет интегрирована с системами ФНС России. Но как будет наполняться эта база? Ранее уже были подобные попытки. Тогда создать реестр сдаваемого жилья пытались с помощью ЖКХ, но безуспешно. Не получится ли так, что в эту базу будут попадать квартиры по каким-то непонятным косвенным признакам, которые сочли сдающимися в аренду, и их собственники будут получать некие налоговые начисления? Тут наверняка должен работать принцип, ну, скажем так, презумпции невиновности, да, то есть не я должна доказывать, что я не сдаю эту квартиру, когда я получу какое-то письмо счастья, а мне должны доказать, что я ее сдаю. И очевидно, что добровольно в базу никто не попросится, выйти из тени желающих нет, в чем мы убедились сами, когда искали для репортажа арендодателей, готовых высказаться на камеру. Большинство отказывались, а те, кто все же согласился, то с условием, что лица мы не покажем. У меня есть квартира, но мне приходится ее сдавать для того, чтобы покрывать ипотеку и ждать ее окончания. Мне и всем, кто сдает квартиру, придется поднять цену на аренду. Я буду вынужден это сделать, ведь мой ипотечный платеж останется на том же уровне, и мне нужно его продолжать покрывать. В конечном счете это скажется на простых людях, которые не могут позволить себе покупку квартиры и вынуждены ее снимать. Пока вопросов к инициативе больше, чем ответов, но законопроект еще не готов. Сейчас идет его разработка и обсуждение, но как бы желание вывести рынок из тени не бросило ее на других. Анастасия Чебаева, Булат Садриев, Родион Матвеев. Итоги недели. Из тени выводят и частные пансионаты-невидимки. Еще около 70 подобных заведений для стариков взяли на контроль в прокуратуре и региональном МЧС. По предварительным данным, самые распространенные нарушения в них – игнорирование пожарной безопасности. У проверяющих масса вопросов вызвало качество оказания услуг, и это несмотря на их высокую стоимость. Только в Башкирии требуется создать порядка 4000 дополнительных стационарных мест социального обслуживания. Но это должен быть правильный, открытый бизнес, который ничем не отличается от медицинской деятельности, считает вице-премьер правительства Ленара Иванова. Результаты проверок выявили прежде всего нарушение пожарной безопасности. Это, как правило, отсутствие сигнализации, системы оповещения, отсутствие пожарных выездов. То есть при необходимости просто нет возможности подъехать к пожарной машине. Нет обучения, то есть работники совершенно не понимают, что нужно делать, как эвакуировать, собственно говоря, тех, за кем они ухаживают. Поэтому масса вопросов возникает.
Работа по поиску частных домов престарелых в республике развернулась после пожара в Абзалиловском районе, где в огне погибли 11 постояльцев интерната для пожилых. Решение проблемы пансионатов-невидимок сводится к необходимости лицензирования подобных соцучреждений. Но при этом Совет законодателей России не поддержал подобный законопроект Госсобрания Башкирии. Эксперты посчитали, что деятельность в этой сфере в достаточной мере урегулирована. Между тем, в республиканском же парламенте уже готовят новый документ. Мы тоже удивляемся, вроде закон один по социальному предпринимательству, но вот какие-то нюансы по субъектам есть. И что еще больше всего смущает, разные тарифы по субъектам. Тариф имеется в виду содержание одного человека в сутки. Да? То есть если в Москве, в Петербурге это 2000-3000 за сутки, да, то в основном такой среднестатистический по стране эта цифра выглядит около 500 рублей в месяц. То есть у нас, вот, допустим, на одного пожилого в месяц 17 тысяч, то есть делим на количество дней, то есть приблизительно такая сумма и получается. Число погибших от коронавирусной инфекции в республике достигло 165 человек. Об очередной жертве сегодня сообщили в Минздраве. За последние сутки зарегистрировано еще 167 инфицированных COVID-19, еще у 194 пациентов диагностирована внебольничная пневмония. Между тем, Россия возобновляет международное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром с 27 января. Такое решение принял Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией с учетом улучшения эпидобстановки в данных странах. Правда, пока вылеты будут осуществляться только из Москвы и Санкт-Петербурга. Вакцинация от коронавируса станет массовой. Такое поручение на неделе дал Владимир Путин. График вакцинации глава государства поручил разработать в течение недели. В Башкирии же до конца года планируется привить свыше 1 миллиона человек. Только так появится коллективный иммунитет, что позволит остановить эпидемию. С подробностями Екатерина Тимиряева. Лариса Аскарова работает участковым терапевтом Уфимской поликлиники номер 1 и общается с больными коронавирусом едва ли не каждый день. Это опасно, и потому она решила принять меры безопасности и участвует в вакцинации. Говорит, работать будет спокойнее. Начало, потому что мы относимся к группе риска. Мы сталкиваемся с многими болеющими коронавирусной инфекцией, поэтому в первую очередь мы решили привить себя сами. Самочувствие хорошее, ничего изменений в организме не почувствовала. Вакцинация – дело добровольное. Начинается она с осмотра у врача. Обязательно термометрия. Если температура выше 37 градусов, то прививку не делают. Доктор слушает легкие, чтобы исключить какие-либо заболевания. Препарат «Спутник Ви» оправдывает свое название. Одна ампула сразу на несколько человек. Предусмотрено, что одна ампула расходуется для 5 человек. Поэтому вакцинация осуществляется кратно 5 человекам набираем. После проведения вакцинации пациент находится под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут на предмет возможного появления побочных реакций. Ночью у меня поднялась температура 38,8. Я встала, упала, и у меня отказали ноги. Я еле доползла до кровати. Мне казалось, что я кричу очень сильно, зову мужа. Но я, оказывается, пищала. С ужасом вспоминает, как болела коронавирусом Маргарита Карачурина. Это было осенью прошлого года. Говорит, она никогда не ела сельдь с луком, но когда организм требовал этого каждый день, она заподозрила неладное. Сдала тест на COVID-19, он оказался положительным. А вот все симптомы появились уже через несколько дней. Пенсионерка признается, что и врагу не пожелает таких болей и потому призывает всех вакцинироваться. Сама тоже сделает укол для профилактики, когда разрешат врачи, пока у нее реабилитация. Была слабость, усталость. Даже, знаете, забывала смс-ку написать, как З выглядит. Забыла, как З выглядит. Вот такое состояние было. Я жду, не дождусь этой вакцинации, чтобы мой муж вакцинировался, потому что он не переболел, будучи вместе жили, не переболел. Каждый день мы узнаем, когда вакцинация, ему 65+. Российские врачи, которые наблюдают течение коронавируса, отмечают серьезное влияние на нервную и когнитивные системы. Клинический опыт больницы БГМО показывает, что у перенесших COVID-19 ухудшаются память, снижается работоспособность, восприятие и обработка информации. Их сопровождают и нарушение сна, повышенная тревожность. Медики рекомендуют не быть слишком строгими к себе.
Чаще всего данное состояние отмечают лица молодого и среднего возраста. Они могут дать оценку своему состоянию до заболевания и после. И они начинают стремиться слишком быстро вернуться к своему прежнему состоянию, к прежней жизни, повысить максимально свою работоспособность. Но, к сожалению, вот эта излишняя торопливость и завышенное ожидание, требования к себе, они, наоборот, препятствуют восстановлению. Не знал, чего ожидать от противовирусной вакцины уфимец Радик Талисов. Он сделал первую из 2 необходимых частей прививки еще до Нового года. Никаких нареканий у него нет. Я уже сделал 2-ю дозу этой прививки. Первая была где-то в начале декабря, а 2-я перед Новым годом. И, честно говоря, были тревожные несколько ожиданий, потому что разные там в соцсетях писали. Но лично по себе могу сказать, что ни после первой, ни после 2-й прививки я никаких, по сути, ощущений негативных на себе не испытывал. До Нового года регион получил 7600 доз вакцины. Ее делали тем, кто по роду профессии может взаимодействовать с потенциальными больными – врачам, учителям, соцработникам, сотрудникам МФЦ, волонтерам, полицейским. Республика в этом году получит более 1 миллиона единиц препарата. С понедельника вакцина уже положена всем, кто еще не переболел. Сейчас уже закончены обследования, клинические исследования о возможности прививать данной вакциной лиц старше 60 лет в нашей республике. Также начата вакцинация лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. 21 век, новые технологии на каждом шагу. Потому вакцинация начинается с мобильного приложения или информата. Записаться к врачу для прививки можно и по телефонному звонку к терапевту поликлиники. Это займет не больше минуты. Информаты заработают, когда вакцинация станет массовой. Записываемся. Находим нужного специалиста, в данном случае это кабинет вакцинации. Выбираем нужный день, выбираем бирку и подносим электронный полис, либо вводим его номер. Екатерина Тимиряева, Руслан Батыргареев, Шамиль Каримов, Азамат Мухаммедшин. Итоги недели. Добавлю, Ради Хабиров предложил постепенно закрывать ковид-госпитали. Так, в ближайшее время к плановому приему пациентов вернутся Республиканская больница имени Куватова, клиника БГМУ и 10-я больница Уфы. А вот уже подзабытые вытрезвители, напротив, вновь разворачивают по всей стране. Регионы с этого года получили полномочия по их созданию. Только теперь за ночлежку и медуслуги постояльцам придется заплатить кругленькую сумму. Хотят они туда или нет, спрашивать не будут. Нетрезвых без их согласия смогут доставлять туда полицейские. Сейчас перед властями стоит задача проработать формат этих учреждений, которые были упразднены несколько лет назад. Правда, в Уфе один такой вытрезвитель остался и все эти годы работал за спасибо. С подробностями Айгуль Хатыпова. Это топчаны, они еще остались от старых вытрезвителей, просто мы их облагородили. Все это рассчитано, чтобы человек пьяный, если упадет на пол, не получил травму. Клиенты этого заведения, как оборотни, появляются здесь в основном ближе к полуночи. И, как правило, остаются до следующего утра, пока не придут в себя. На сегодняшний день это единственный вытрезвитель, функционирующий в Уфе. Посетителей больше всего у нас в осенне-зимний период. После осмотра он здесь раздевается до трусов. После осмотра его проводят в палату, где ему предоставляется койко-место и выдается постельное белье. Если его что-то не устраивает, он может в любое время уйти. Социально-реабилитационный центр был создан 10 лет назад, тогда, когда в стране была упразднена система медвытрезвителей. Суть почти не изменилась, однако теперь человека могут привести только по его желанию. А таких, как выяснилось, было немало. До 2010 года наше учреждение было обслужено более 119 тысяч клиентов, нетрезвых клиентов. Из них было доставлено сотрудникам полиции и было доставлено даже скорой медицинской помощи. По сути, вытрезвитель – это место, где пьяный может отоспаться и прийти в себя. Медпомощь ему обычно не требуется, а вот если оставить такого на улице, может замерзнуть насмерть. Давай, просыпайся! Вставай, вставай, вставай! По данным Росстата, ежегодно в стране от обморожения погибает свыше 10 тысяч человек. Официальная статистика говорит и о росте пьяной преступности на 35%. Этим и руководствовались парламентарии, когда решили вновь закрепить статус вытрезвителей на законодательном уровне. Официальная статистика говорит о росте на 35% пьяной преступности. И возросло количество преступных посягательств в отношении самих лиц в нетрезвом состоянии. В тех 20 регионах, где подобные учреждения созданы, они, по сути, находятся вне правового поля. Поэтому наш закон дает, как минимум, возможность
К слову, уфимский вытрезвитель сейчас функционирует за счет городского бюджета. На годовое содержание уходит порядка 15 миллионов рублей. Сами пьяные клиенты при этом не платят ни копейки. Законодатели же предлагают установить рекомендованную сумму за пребывание – около 1500 рублей. И если сравнить с теми суммами, которые будут затрачены на возврат человека к жизни после, например, обморожения, он будет намного дороже обходиться государству. То есть мы имеем и определенные экономическая целесообразность в возврате данных учреждений. Медики говорят, что нетрезвый человек зачастую не может сам для себя решить, нужна ли ему помощь. Именно поэтому параллельно были внесены изменения в закон о полиции. Поправки разрешили правоохранителям доставлять пьяных людей в вытрезвители. Сейчас в республике прорабатывается вопрос, в каком формате будут созданы подобные учреждения. Агуль Хатыпова, Артур Шамсудинов и Артур Ханов. Итоги недели. Ну а теперь о других событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от Руслана Батыргареева. Следственный комитет по Башкортостану раскрыл неизвестные ранее детали по делу Владимира Санкина, вступившегося за подростков. На этой неделе суд приговорил мужчину к 8 годам колонии строгого режима за убийство педофила. А уже позже, учитывая широкий резонанс уголовного дела, следователи решили рассказать о некоторых деталях. Так было установлено, что погибший от рук Санкина не совершал каких-либо действий в отношении малолетних, не удерживал и не угрожал им. До этого у себя в квартире он предложил подросткам за 1500 рублей продемонстрировать ему свои половые органы. После отказа подростки беспрепятственно покинули помещение. В свою очередь Владимира Санкина признали виновным, исходя из того, что избитый мужчина не представлял угрозы и отсутствовала необходимость самообороны. Родные осужденного планируют обжаловать приговор. Родители, избившие собственного ребенка, предстанут перед судом. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестоком обращении. Кадры избиения летом облетели всю страну. Очевидцы выложили в социальные сети видео, на котором мать и отец избивают мальчика прямо на улице. При этом ребенок громко кричит и просит остановиться. Следователи выяснили, что подобным мучениям мальчик подвергается уже на протяжении 2 лет. Родители систематически били сына, оскорбляли, а также постоянно выпивали при мальчике. Будет находиться под домашним арестом ближайшие 2 месяца. 35-летнему водителю пассажирского автобуса в Салаватском районе избрали меру пресечения на время следствия. Мужчина подозревается в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли 3 человека. 10 января он, управляя микроавтобусом «Форд Транзит», следовавшим по маршруту село Большеустекинское, город Уфа, с 15 пассажирами, не удостоверившись в отсутствии встречного движения, во время обгона совершил столкновение с идущим навстречу микроавтобусом той же марки. В результате ДТП погибли 3 несовершеннолетних 17, 13 и 6 лет. Еще 10 человек госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. К 2024 году в Башкортостане появится первая платная дорога. Это будет новый выезд из Уфы на федеральную трассу М5 «Урал». Депутаты Госсобрания Башкортостана намерены рассмотреть соответствующий закон. Данная мера, по мнению парламентариев, поможет развитию частного бизнеса. Первая платная дорога в регионе должна появиться к 2024 году. Она станет частью проекта «Восточный выезд», предполагающего также завершение строительства тоннеля и моста через Уфимку. Прием в школу изменился. Теперь эта кампания будет начинаться с 1 апреля, а никак раньше, не позднее 1 февраля. Прием заявлений от родителей и законных представителей будущих первоклассников продлится до 30 июня, сообщили в Минпросвещении России. В документе закреплено приоритетное право зачисления детей в ту же школу, где уже учатся их братья и сестры. Если ребенок живет не на участке образовательного учреждения, то приносить заявление нужно с 6 июля. Принимать документы будут до момента заполнения свободных мест, но не позже 5 сентября текущего года. Заявление в образовательной организации можно подавать очно, дистанционно через портал госуслуг или отправив письмо с уведомлением.
Крещенские купания в Башкортостане не отменяются, хотя в ряде регионов их официально запретили. У нас же по всей республике оборудуют 74 купели. Именно там будут дежурить спасатели, поставят палатки для обогрева и переодевания. Даже закаленным людям врачи рекомендуют не находиться в ледяной Иордании более минуты, а перед окунанием детей обязательно консультация доктора. Богослужения в церквях будут проходить с ограниченным числом прихожан, но все желающие все же смогут попасть на службу. Во многих храмах города Уфы будет совершаться по 3 литургии. Ночная, утром в 7 часов и в 9 часов, в 9:30 третья литургия, чтобы вот как раз люди могли спокойно с соблюдением всех мер предосторожности поучаствовать в проведении праздника Крещения Господня. Ну и напоследок история чуда. Проснулся знаменитым, обычный уфимский дворник стал звездой интернета. А все благодаря фотосессии. На снимках Юрия Ветлугина запечатлели в строгом деловом костюме и в спецовке с лопатой в руках. Однако таким образом удалось привлечь внимание общественности к проблемам дворника. Выложив пост, фотограф рассказал историю своей модели. Оказывается, Юрий из-за мошенников банкам и микрофинансовым организациям задолжал порядка 700 тысяч рублей. И вынужден был, по сути дела, побираться. Это тронуло не только сердца жителей республики, но и людей за пределами страны. Все подробности у Эмиля Басареева. Метет и метет. То через день, то каждый день. В этом немногословном дворнике, в ватной куртке и безразмерных варежках трудно узнать стильного мужчину в дорогом костюме. Эти фото разлетелись по всему миру в интернете. Сотрудника ЖЭО номер 27 Юрия Ветлугина сравнивают со звездами Голливуда Кристианом Бейлом и Мадсом Миккельсеном. А вот это якобы обложка гламурного глянцевого журнала с надписью, что Юра – человек года. А вообще самому понравилось-то фотографироваться? Ну, вообще-то да. Вот вы, когда фотографировался, что чувствовал в этот момент? Ну, думаю, тоже простой человек может быть фотомоделью. Ну, я вставал сам практически, как мне нравилось. Необычная идея принадлежит соседу Юрия по квартире, фотографу Роману Филиппову. Через высокое искусство он решил привлечь внимание к, казалось бы, неразрешимым проблемам рядового дворника. Снимки выложил у себя в соцсетях, сопроводил текстом, где рассказал, что мужчина из-за мошенников задолжал банкам порядка 700 тысяч рублей. Прикрепил счет для сбора средств, и уже через пару минут пришел первый перевод. А еще через час на пост отреагировали зарубежные читатели. Писали с Украины и США. Я думал, заплатим Юрию часть долга, хотя бы если месяц работы ему окупится, типа там 15-20, но оплатили больше. Реально пишут в комментариях: на обои Юрий, там, купите ему телек. Одна женщина прислала 34 тысячи одним платежом. 34 тысячи! Это месяц Юриной работы. Необходимую сумму удалось собрать всего за сутки. Теперь дворнику, а по совместительству и фотомодели, Юрий не грозит выселение из этой комнаты в 12 квадратов. Кстати, получить ее от государства сироте помогли бабушка и тетя Романа, того самого фотографа. Но у доверчивого инвалида 3-й группы не раз пытались обманным путем отобрать жилплощадь мошенники. Пришлось мне идти туда, спрашивать эту хозяйку, этого юриста. Документы его где? А у него нету их. А вы записали хоть он С-22? Нет, не записала. Как же вы имеете право? Он же теперь бомж. Мне пришлось купить в ипотеку соседнюю комнату, как через меня Юра владелец двухкомнатной квартиры. То есть, и по сути дела, теперь мошенники что-то у него как-то выкупить не смогут, да? Не смогут без моего согласия, чем я и довольна. А я живу с моей мамой. Но у злоумышленников получилось повесить на Юрия кредиты. В счет погашения шла почти вся зарплата. У меня заблокирована пенсия и заблокирована зарплата. Зарплатные карты имеют только зайти в магазин, купить какие-то продукты, сесть в транспорт, проехаться на этой карточке. Приходилось мыть подъезд, собирать картон. Фотосет взорвал соцсети. Собрать удалось даже больше необходимой суммы. Свыше 800 тысяч рублей на счете лежали уже спустя 24 часа. Несмотря на то, что Роман объявил сбор закрытым, деньги еще продолжают поступать. Большое спасибо всем, кто мне помог.
В итоге собранной суммы денег хватит, чтобы не только поклеить в комнате Юрия новые обои, но и купить мебель взамен старой. И вполне возможно, что следующая фотосессия дворника ЖЭО номер 27 пройдет уже в новом интерьере. Эмиль Басареев, Альбина Хайруллина, Булат Садриев и Рамиль Вахитов. Итоги недели. Уфа. Такой выдалась уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире.